Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину. А тема звучит так. Его мысли о вас вслух. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, попросите вашего мужчину озвучить свои мысли о вас. Так, мои хорошие, я думаю, что все уже настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. А также я приглашаю мужчину озвучить нам его мысли. Итак, так. Ну что, девчонки, чем-то недоволен. Очень недоволен. Такой вот прям надулся, напыжился. Сидит, хрюкает. Угу. Знаете, либо он вас очень сильно приревновал накануне. Прям ох, аж ножками тупал. Либо вы, девчонки, какой-то ему такой ответ дали, что он просто обалдел, опешил вот одномоментно. Знаете, как думает, ах, гулящая, а другой сидит, думает, ох, какая она умная, да? Откуда она такая умная? Ну, прям негодует, не понравилось ему, девочки, не понравилось. Как вы себя повели, либо то, что вы ему сказали. Да, противный тип пришел. Ну, либо сейчас такое настроение противное. Знаете, мои хорошие, хочется вам что-то доказать. Если приревновал, думает, вот сейчас пойду, первую встречную там, девчонку, там, не знаю, там, попрошу сфотографироваться вместе. Либо, если что-то ему сказали, вот, а я тебе докажу, что ты была не права. Я вот тебе сейчас сделаю, да, обалдеешь. Но это не хорошие мысли. Месть – это нехорошо. Нехорошо. Тем более любимой женщине мстить. Ну, мужчина, очнитесь, что вы делаете? Это нехорошо. Но я так скажу, он у вас отходчивый. Сейчас он тужится-пыжится, пройдет, может быть, пару часов, и он отойдет. У этого мужчины вот есть один пунктик, который перечеркивает все его вот эти мысли нехорошие. Этот пунктик – это любовь к вам. Вот он настолько от вас зависим, либо к вам привязан, что он без вас не может, девочки. Если вы не рядом там, в течение там, нескольких часов, он уже начинает тосковать, ему уже плохо. Слушайте, у него как ломка по вам начинается. Даже если вы не разговариваете. Главное, чтобы знать, где вы, что вы, а еще лучше, что вы рядом. Вот. Тогда он может себя нормально, спокойно чувствовать. Я бы сказала, что он подкаблучник, но думаю, что он не проявляется. Он какой-то латентный подкаблучник. Да. Вы слишком много ему свободы даете, мои хорошие. Особенно для тех, кто в паре, в браке. Здесь вот четко нам показали, женщина умная, а мужчина немножко простоват. Это именно, если смотреть на IQ, если смотреть на социализацию, если смотреть на интуицию, на смекалку, на какую-то, вот знаете, жизненную активность. Вот честно, он вам проигрывает. Он это знает, он это видит, он это чувствует. Тут даже говорить не о чем. Но вы, мои хорошие девочки, ну как-то да, стесняетесь себя. Если бы вы изначально, вот начиная ваши отношения, себя вот зарекомендовали, поставили на пьедестал, поверьте, он бы только обрадовался. А тут получается так, что вы на него возлагаете какие-то надежды, у вас какие-то от него ожидания, вернее, на него ожидания, а он их просто в силу своих способностей не может реализовать. Это не потому, что он не хочет, и не потому, что он ленивый,
Просто не может, не может. Вот не хватает. Знаете, как идет линия, а потом пунктир превращается. Вот каких-то элементов не хватает. Эти элементы вы с легкостью можете восполнить. Но вы думаете так, да, рассуждаете, что ну если ты мужик, значит давай показывай свою мужскую силу. Вот. А где ее взять, девочки? Где взять это? Ну если не хватает. Но такой вот он человек. Все мы люди разные. Кому-то дано, кому-то больше, кому-то меньше, кому-то совсем не дано. Но это ж не значит, что мы плохие люди. Да, надо учитывать особенности человека. В данном случае, честно, здесь вы хозяйка положения, а он как на подхвате у вас получается. Если ваши отношения именно пойдут по такому руслу, девчонки, вы будете самой счастливой семьей на свете. Вот у вас все пойдет. И жизнь наладится, и конфликты пройдут, и денежки в вашу жизнь тоже пойдут. Вы будете мозгом, а он будет руками. Мозг придумал, дал указания, руки пошли и сделали. Отношения пойдут. И семья, знаете, какая у вас будет? Добрая, стабильная и обеспеченная. Подумайте об этом, девчонки. Хватит вот это заднего пасти. Хватит себя принижать. Вот он об этом знает, и он об этом думает. Я вам серьезно говорю. И даже, честно вам скажу, в глубине души мечтает, чтобы поскорее это настало. Чтобы вы давали ему тут задания, а он бы радостно скакал их и выполнял. Если вы сомневаетесь, ну попробуйте хотя бы в мелочах. Просто в каком-то мелком там поручении, в мелком каком-то деле. Да? Попробуйте. Вы посмотрите на его реакцию. Глазки заблестят. Обрадуется, побежит, сделает, выполнит, а вы его потом похвалите, еще больше обрадуется. Посмотрите, вам именно так нужно отношения строить. Если вы только лишь встречаете, девчонки, не делайте ошибку, не давайте мужчине бразды правления в ваших отношениях. Он просто не сможет удержать эти отношения. Ну, представьте, повозка, да, быстрые лошади, во весь опор скачут. Вы сильными руками держите, для вас это все, ну, как изи идет. А он такой слабенький, ручки маленькие, коротенькие. Вы ему даете, и все. Он теряет эту упряжку, и лошади скачут куда хотят. Отношения вот будут так, с кочки на кочку, с кочку на кочку. Вы будете от него ждать, он не сможет выполнить. А так вы ему четко говорите: ага, в четверг у нас свидание, во вторник у нас свидание, в пятницу мы идем в ЗАГС подавать документы, да? Там, через месяц у нас свадьба. Так, с тебя надо ресторан, надо туда, надо сюда, бери, делай. И все, мужчинка обрадовался, пошел и сделал. Вот так вот идет. Мои хорошие, не делайте ошибку и не ждите от него то, чего сделать он не может. Ну, к сожалению, ну такой тут мужчина вам попался. Так, давайте вернемся к его мыслям. Что-то он тут жалуется на отсутствие близости между вами. Либо вы действительно только встречаетесь, и интима между вами не было, а ему очень хочется, прям очень. Либо вы в паре в браке, но вы его именно отсутствием этой интимной жизни, ну, как воспитываете, наказываете. Он возмущается, он говорит: неправильно, так не должно быть. Должен быть интим, это для здоровья полезно. Я хочу интим с тобой. Вот. Может, кстати, девчонки, он вам говорил, а вы его послали, а может, стесняется сказать. Но мысли такие есть, что надо вас как-то к этому делу склонить, обязательно склонить, и желательно еще пожурить, да, особенно для тех, кто в паре в браке, что вы его до тела не допускаете. Ну, для тех, кто встречается, здесь мужчинка будет делать попытки вас чем-нибудь подпоить, ну и, как говорится, воспользоваться моментом. Но с другой стороны, понимаете, да, хочется, да, он об этом мечтает и думает, но, скажем так, с фантазией у него тут слабовато. Это первый момент. А второй момент, все-таки, знаете, как боится вас спугнуть. Вот говорит: вот раньше времени к ней начну приставать, а она возьмет, сбрыкнет, пошлет меня куда подальше, и все, и я без нее останусь. И что потом мне делать? Как мне ее потом уговаривать, возвращать? Да, об этом он, кстати, тоже думает. Так, тут такой еще интересный момент есть.
связан с какой-то женщиной. То ли мама, то ли бывшая. Какая-то женщина на хвосте у него сидит. И я вам, девочки, так скажу. Вот эта женщина, она с него деньги требует. Причем она такая прожорливая. Прям суммы такие уже у нее, запросы пошли. Ой, он бедненький уже, из сил выбился удовлетворять ее запросы. Если особенно вы в паре, в браке, то здесь нужно порядок, девочки, навести. Он, конечно, от вас скрывает, но я думаю, что вы обладаете очень серьезной интуицией. И, в принципе, даже по его кошельку, по его покупкам вы это все видите. Деньги просто уходят, улетают к какой-то женщине. Вот. Он сам с ней не разберется. Это вам нужно разбираться. Если вы жена, понятно, у вас все права есть. Даже с мамой с его поговорить и попросить свою свекровь убавить аппетиты. Если мы говорим о бывшей, то же самое, понимаете, девчонки. А если у вас семья, там детки тоже есть, у вас есть свои потребности, что это такое? Вот. Тем более, если он еще дополнительно будет работать, он у вас просто загнется. Ему тяжело. И да, вы видите, как получается, он между двух огней. С одной стороны, вы его можете пинать за то, что он чего-то не покупает, либо вас подарками не балует. А с другой стороны, вот эта женщина прям тянет и тянет. Корову себе нашла, доит и доит его. Вот здесь вопрос надо решать. Если вы только лишь встречаетесь, девчонки, честно, здесь могут быть проблемы, потому что кто-то его действительно доит постоянно. То есть он хотел бы, конечно, шикарный букет, 100 роз, либо какое-нибудь колечко, браслетик, ресторанчик хороший. А денег не хватает. И не потому, что он бедный, либо он мало зарабатывает. Нет, просто есть паразиты, которые на нем паразитируют. Да. Как-то непростая ситуация. Вообще такого не понимаю, честно, не понимаю. Вот. Он сам не скажет, нет. Он такой у вас какой-то безотказный. Тем более, знаете, вот эти женщины, либо мама, либо бывшая, знают, как на него надавить, где у него больная мозоль. Вот здесь нужно быть поаккуратнее. И по возможности, девчонки, просто разбираться, блокировать. И если он сам слабохарактерный, сказать не может, так вы скажите. Вы скажите, и причем так серьезно скажите. Так, что еще думает? Думает, что вы обворожительная. Вы его зачаровываете. Он любит за вами наблюдать, он любит вас рассматривать. И знаете, у него такие мысли. Вот она моя женщина, да? Женщина как женщина. Но меня так не тянет. Я готова на нее смотреть до бесконечности. Вы, кстати, обратите внимание, он любит вас рассматривать. Вот из-под тишка. Вот сидит, вроде как в телефоне. На самом деле одним глазом на вас смотрит, рассматривает, любует. Нет, девочки, это любуется. Сидит, вами любуется. Вот. Комплименты не делает, чтобы вы не загордились. Да. Какой-то дурачок ему об этом сказал, что женщинам лучше комплименты особо не делать, а то они могут загордиться, потом загулять и прочее, прочее. Вот он и не делает. Почему-то он ему поверил и так себя сейчас ведет. Скудный, кстати, у него комплиментарный запас, какие-то ограниченные комплименты, и плюс еще вот это страх, что вдруг вы загордитесь и загуляете. Кто-то сказал, а он прям за чистую монету все это принял. Знаете, мои хорошие, он ведь о вас с кем-то говорит постоянно. Друг у него какой-то, может быть, на работе, может быть, так вот по жизни, есть друг. Кстати, если бы вы хоть раз вот их разговоры послушали, когда они тет-а-тет общаются, вы бы обалдели. Он рассказывает этому человеку абсолютно все в мельчайших подробностях. Как он спал, что ему снилось, что он кушал, сколько раз покакал, сколько пуха из пупка вынял. Все рассказывает. Вообще ужасно. И рассказывает все подробности вашей личной жизни. Вот как вы с ним общаетесь, что между вами происходит, и прям все на свете. Вот. Так что есть человек, у кого-то прям 100% отыграется, который знает до мельчайших подробностей, что происходит в вашем доме, в вашей семье. Все знает. Там вот повезло, что человек такой
не сплетник и особо в чужие отношения не лезет. Вот это повезло. Так. Ему как общения не хватает, девчонки. Не хватает, да. Если бы вы почаще вот его о чем-то расспрашивали, либо просто слушали, что он там говорит, он бы больше к вам клонился. Я так понимаю, что вы либо заняты, либо действительно вы пока не дошли до той степени общения. Может быть, просто встречаетесь, да. Ну, а если в паре в браке, то у вас там работа, свои дела, свои обязанности. Вам некогда его выслушивать. А он нуждается в ушах, девочки, чтобы все вот это рассказывать. Он не просит совета, он не жалуется. Он просто вот подробненько рассказывает по каждому дню, что было, как было. Ну, со всеми мельчайшими подробностями. Кстати, он недоволен. Он недоволен, что вы в последнее время как-то поменялись к нему. Вот у кого-то отыграется, что вы либо собой стали заниматься, либо своими какими-то делами. Может быть, вы в принципе, да, устали, там, на работе устаете, плюс еще дом, хозяйство. И как-то, вот как он ощущает, да, что вы холодненькая к нему стали. Он не поймет, да, то ли вы на него злитесь, то ли что-то с вами происходит. Ну, догадаться, что вы устали, это как бы выше лимита его умственных способностей. Вот, не получается. Но он видит в вас перемены. Он видит, и эти перемены его настораживают. Особенно, если вы еще что-то с собой делали. Там подстриглась, покрасилась. Для вас это просто пойти подстричься. А для него это квест. А зачем она подстриглась? А для кого она подстриглась? Неужели у нее кто-то завелся? Надо все выяснить, надо копать. И, девочки, еще такую вещь скажу. Вот только не падайте в обморок. У кого-то отыграется, что мужчина постоянно перебирает все ваши вещи. На предмет, знаете какой? Вот найти доказательства вашей неверности, что вы там с кем-то общаетесь, с какими-то мужиками. Если у вас пароли там в соцсетях, то он 100% их уже давно подобрал и периодически туда ныряет, посмотреть, кто у вас там в подписках, кто в подписчиках, да, и с кем, о чем вы говорите. Прям настоящий шпион тут у кого-то образовался. А здесь вот кто-то мечтает о том, чтобы вы, прям все рассказывали ему. И, конечно же, сами все пароли ему отдали. А вообще лучше, чтобы у вас телефона не было. Не, он вам не нужен. Зачем вам телефон? С кем вам там общаться? Он же рядом. Зачем вам с кем-то еще общаться? Здесь у кого-то мужчина готовит подарок, либо какой-то сюрприз. Как хотел бы исполнить вашу мечту, ваше желание. Вот. Но что-то у него не сходится, не получается. Если вы точно знаете, где купить то, что вам нужно, каким-нибудь хитрым образом подкиньте ему адрес магазина. Так случайненько, да, оставьте. Да, чтобы он посмотрел, чтобы он точно знал, куда идти и где это купить. Это ему очень поможет. Может быть, кстати, он спрашивал у кого-то, но ответа не получил. Кстати, может намекать, там, расспрашивать. Я думаю, что вы уловите. Не поленитесь, да, адресочек магазина ему оставьте. А желательно еще, чтобы там модель там шубки, которую хотите, либо там колечко, либо сережечек, да, чтобы он уже точно не ошибся. Облегчите ему немножечко задачу. Он бы очень этого хотел, и вот прям в песке мне это показал. Говорит, пожалуйста, пусть она мне подскажет, где купить, что купить. Сейчас напутаю, потому что неприятности будут. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы у нас все с ней было хорошо. Девчонки, любит, да, противный, да, несносный, да, упрямый, но все равно он вас любит. А ваши отношения, они интересные на самом деле. У вас с ним, смотрите, и будущее тут вышло, и мосты, понимаете, мосты у вас тут есть. Все еще будет. Вы, главное, немножечко вот с ним ролями поменяйтесь. Да? Пусть это не будет вот прям официально, что все, теперь ты подкаблучник, а я твоя госпожа. Но потихонечку идите к этому. Вы посмотрите на его реакцию, вот как он этому порадуется. А дальше оно само все сложится. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.